Уважаемый суд, у защитника Быкова имеется ходатайство, заявление. Значит, заявление следующего характера, уважаемый суд, уважаемый участник процесса, об отводе судьи в порядке статьи 61 части 2 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответственно, статьей 61 частью 2 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации ответ судьи может быть заявлен по иным обстоятельствам, дающим основание полагать, что он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела. В ходе судебного следствия в предыдущем судебном заседании судья Куцуров огласил показания Мальсагова, которые были им даны в качестве свидетеля в присутствии защитника. В обосновании законности принятого решения суд сослался на отказ Мальсагова отдачи показаний в судебном заседании, что не соответствует действительности. Мальсагов в судебном заседании дал показания, однако отказался отвечать на вопросы суда и государственного обвинителя, воспользовавшись своим правом, предусмотренным статьей 47 КПК РФ. Согласно статье 276 КПК РФ, суд вправе огласить показания подсудимого, если имеются существенные противоречия между показаниями, данными в ходе предварительного расследования и в суде, а также при соблюдении пункта 3 части 4 статьи 47 КПК РФ. Данная норма не предусматривает оглашение показаний данных в качестве свидетеля, но указывает, что в случае предупреждения обвиняемого о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, они впоследствии могут быть оглашены при наличии существенных противоречий либо отказа от дачи показаний подсудимого. По ходатайству стороны обвинения суд огласил показания, данные в качестве свидетеля Мальсагова, тогда как защита возражала против оглашения на том основании, что Мальсагов в настоящем уголовном деле обладает статусом обвиняемого, а не свидетеля. Соответственно, показания, данные в качестве свидетеля, не могут быть оглашены, даже в случае их подтверждения подсудимым, так как перед допросом свидетеля следователям разъясняются права, предусмотренные статьей 56 Уголовного процессуального кодекса, отказаться от дачи показаний, кроме как в отношении себя и своих близких родственников. Соответственно, оглашение судом показаний подсудимого, данных им в качестве свидетеля, противоречит Уголовному процессуальному кодексу Российской Федерации, так как по убеждению защиты в случае отказа от дачи показаний в суде могут быть оглашены только показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого или обвиняемого. Защита считает, что показания Мальсагова, данные им в качестве свидетеля, которые оглашены в судебном заседании, суд планирует использовать как доказательство его вины, хотя в протоколе допроса Мальсагова в качестве свидетеля не содержится сведений о совершении преступлений, как самим подсудимым, так и другими обвиняемыми. Таким образом, по мнению защиты, итог судебного следствия судом предрешен заблаговременно, а именно постановление обвинительного приговора, ибо нет в материалах уголовного дела иных развернутых показаний Мальсагова, которые суд мог бы положить в основу обвинительного приговора. Вместе с тем, в ходе судебного следствия судом были удовлетворены ходатайства защиты об истребовании различных доказательств стороны защиты, но по моему глубокому убеждению все это сделано только с одной целью – придать видимость объективности и беспристрастности суда к настоящему судебному процессу. Данный вывод защиты сделан в том числе и на том основании, что в ходе судебного следствия судом необоснованно и незаконно было отказано защите в вызове важных свидетелей с целью установления истины по настоящему уголовному делу, а именно бывшего главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова. Между прочим, Юнусбек Евкуров является главным и основным, по сути, организатором всех тех мероприятий, которые происходили на площади в Магасе, как осенью, так и в марте 2019 года. И он, по сути, является организатором всех этих событий и испытывая политическую, в том числе, вражду ко всем лицам, активным лицам, я бы сказал, гражданского общества Республики Ингушетии, допустил подобные вещи. Именно благодаря этому человеку произошло то, что произошло. Именно благодаря их спланированной провокации. Это мое личное мнение, и я имею на это право высказывать свое личное мнение. И этот свидетель очень важен, учитывая, что в судебном заседании практически каждый допрошенный свидетель защиты указывал на Юнусбека Евкурова как на организатора этих преступлений. Был допрошен в судебном заседании заместитель председателя Конституционного суда, был допрошен у нас депутат Народного собрания и не один, которые также указывали на то, что Евкуров оказывал прямое давление при голосовании по соглашению, при вынесении этого решения оказывалось давление на Конституционный суд Республики Ингушетия. Поэтому это, по сути, ключевой свидетель в данном процессе являлся Евкуров. И бывший председатель правительства Республики Ингушетии Зелимхан Евлоев, в вызове которого также защите было отказано.
это лицо, которое согласовывало мероприятие. То есть если мы говорим о незаконности мероприятий, а мы говорим, по крайней мере, сторона обвинения говорит о том, что эти мероприятия носили незаконный характер, несанкционированный характер. Хотя по закону, здесь уже неоднократно коллеги об этом говорили, что санкционированность является уведомление о том, что будет проводиться это мероприятие. То есть закон не наделил публичные мероприятия разрешительным характером, а именно уведомить. А также судом было отказано в вызове начальника Главного управления МВД по СКФО Бачурина, который непосредственно контактировал с Барахоевым Ахмедом в большей степени и с другими участниками сегодняшнего процесса. Поэтому защита считает, что все изложенные действия судьи Куцурова указывают на то, что суд лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе данного уголовного дела, а именно в постановлении обвинительного приговора. Посему защита на основании статьи 61 части 2 УПК РФ заявляет отвод судьи Кисловодского городского суда Ставропольского края Янису Надаровичу Куцурову. Прошу приобщить данное заявление к материалам уголовного дела.